Всем привет, с вами Варган74, меня зовут Максим Тамонов, и вы смотрите распаковку посылки из Якутии от мастера Щепелева, что называется «С пылу с жару». Давайте вскроем, посмотрим, что внутри. Значит так, вскрыли мы посылку. Внутри обнаружили 3 вот таких хомуса. Хомусы оказались связаны между собой. Надо их сначала развязать. Поэтому подождите еще чуть-чуть. Так. Итак, у нас с собой было 3 вот таких хомуса, абсолютно по внешнему виду одинаковых. При этом мастер обещал, что по звуку они будут разные. Что ж, для этого мне нужен тюнер. Вот тюнер. Вот варган. Давайте рассмотрим его поподробнее. Хомус в чудесном футляре из березового капа. Довольно большой по сравнению с моей ладонью. Вот здесь в углу клеймо мастера. Где-то оно тут имеется. Форма классическая, якутская. Почти круглое кольцо. Довольно удобное, ухватистое. Деки, сходящиеся на конус. Язычок, широкие у основания, узкие у загиба. Коленце довольно высокое. Я думаю, здесь 1,5 сантиметра. Закручено в улитку, кстати. Язычок довольно мягкий. Пробуем звук. Кто не в курсе, чтобы определить ноту варгана, нужен телефон и приложение тюнер. Кому не видно, нота соль диез, контр-октавы. Надо сказать, что настройка якутских хомусов — это всегда лотерея, и получая партию от одного мастера, ты никогда не знаешь, как могут быть настроены хомусы. Они могут быть все одинаковые в одну ноту, могут варьироваться там в пределах 20 центов. И очень большая удача, если вы найдете четко настроенный в ноту якутский хомус. Что ж, я думаю, настройка в ноту — это не главное достоинство якутских хомусов. А что же главное, мы сейчас выясним. Давайте пробовать звук. Вот если играть деликатно, не усердствуя с дыханием, то звук очень даже чистый. При всем при том, что хомус довольно басовый и настроен довольно низко. Зазоры, надо сказать, ровные.
Довольно стабильный хомус. Не звенит, не бряцает. По первым впечатлениям, хомус очень управляемый. То есть инструмент при всей своей басовитости должен быть мягким и неуправляемым, ну таким капризным, а нет. За счет умеренной жесткости язычка и довольно большой массы хомус такой весьма-весьма сбалансированный. Надо сказать, что ощущения от игры довольно приятные. То есть ты можешь управлять звуком варгана, то есть он не уходит никуда в треск, не уходит в грязь, ведет себя очень стабильно. Первый хомус мне однозначно понравился. Давайте берем следующий инструмент. Я напоминаю, что это формат распаковки, то есть это не обзор. Хомусы я вижу в первый раз, поэтому мне все, что остается, это высказать свое первое впечатление. Для обзора мне требуется время, мне требуется какой-либо варган обыграть, обкатать, чтобы понять, что вообще может этот инструмент. В распаковках я выражаю в основном первое впечатление. Вот. Поэтому, если у вас свое мнение по поводу этих хомусов, ну, можете им поделиться в комментариях. Так, берем второй хомус. Вот он. Точно такой же, как предыдущий. Даже не знаю, как их буду отличать, наверное, по звуку. По жесткости он примерно в 2 раза пожестче. Это опять же эмпирические ощущения. Ну вот, определился, кажется, тюнер с нотой. Си контр-октавы. Это басовый варган, но уже такая граница баса. Давайте пробовать.
Тот случай, когда от игры на хомусе невозможно оторваться. Ну что могу сказать? Все сделано довольно качественно, звук довольно чистый, довольно собранный. Есть некая хрипотца в голосе, но она опять же в пределах нормы. То есть звук нельзя назвать грязным, если сравнивать там с теми же уральскими варганами или хакасцами, которые довольно трескучие. Но и таким рафинированным тоже назвать нельзя. То есть звук однозначно живой, со своей легкой бархатистостью. Но при этом с красивыми выразительными обертонами, которые звучат значительно громче, чем вот эта бархатистость. Поэтому, если вы хотите поиграть с обертонами, поинтонировать, вы сможете это сделать. Хомус очень управляемый. Зазоры, сами все видите, зазоры маленькие. Конусность довольно высокая у язычка. То есть довольно узкий у загиба. Следующий, третий хомус. Все точно такое же. Футляр березовый, хомус стальной. Звук. Ре. Очень близко к ноте ре. Давайте пробовать. Мне очень нравится. Что я могу сказать о хомусах Щепелева? Если вы любитель классического якутского звука,
котором вместе с высокими обертонами будет присутствовать легкая, я подчеркиваю это слово, легкая, красивая хрипотца, легкая бархатистость. Если вы цените в звуках варгана вот эту многослойность, вот эту полифонию, когда, допустим, в басовых варганах есть еще красивая середина и приятный такой верх, или когда или когда средний или высокий варган мы можем хорошо так опустить вниз и почувствовать вот эту глубину, то однозначно присмотритесь к хамусам Шепелева. Варганы хороши, наверное, в качестве первого инструмента, поскольку они классно, удобно лежат в руках. У них у всех трех инструментов, независимо от высоты звучания, весьма управляемые и весьма упругие язычки, весьма послушные на двусторонний бой. Поэтому хамусы Шепелева в качестве первого якутского хамуса и в качестве инструмента на вырост я рекомендую. Ссылочка будет в описании, заказать можете у меня. А с вами был Варган 74, меня зовут Максим Тамонов. Это была распаковка хамусов Шепелева. У нас с собой было три вот таких красавца. Таких красавца хамуса в футлярах. Все они могут стать вашими. Если понравился ролик, ставьте палец вверх. Хотите больше обзоров, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Фотографии варганов будут на моем инстаграм-канале. Всем пока, до новых встреч!